Аважа уыналы алфамблайды арш кудра суғду офта қаздык язоя гуйта хостайдар. Уымдын федра адур балосы шалдар хозы, ахсалы, ама бира хомай хой дисок дар кæрдæгæтай амбар стуза хыц орсардай зимагай. Сех саниз бынтон шымы дисок, ама хишан нхосок кокчиу охамта. уымæ уно бунра журджистам советон заман хишауад якуй дар каман навохто охамзоя гуйт хай. Шаман офтавди. Сарма гунд лабораторитай нямени вджитаиртастой, ама шихотчакта маршадысты удун мо абундар охыр гундты дисы афтаунж. Хофала дис согнау, охам лабораторита на фыдәлтәм навыди. Фала кæрдәгæ авалта охыр гундтай авзардар назыттуй. Зыттой көтчі пойдо канынқавы уйдар. Мама офтакасы ама на фыдәлтә биразая гуйтай кай пойдо куттуй, фидордар уйты хайудысты. Ашыр авдыстыса мохтар бофазмынжыстам. Советон Цæдисы хишауад стыр кодку дуяшы кæрдәгән. Дуамин дасамозы рошыд чиныг Букъа паддзахы кæрдәг. Ошы чиныджы фæстæ, хуымæтæг адам ргом аздæхтой ашы кæрдәгмæ. Вот это очень колючее растение, напоминающее ежа, называется астрагал обожженный. И как раз он цветет сейчас с мелкими невзрачными цветками, которые можно рассмотреть только вблизи. Растение является, несмотря на свою колючесть, очень ценным. Ну, во-первых, как медонос, а вторая его роль. В голодные годы, когда скот нечем было кормить, люди сжигали листву, вот эти колючки, и скот поедал вот эти надземные части, побеги, которые очень богаты белком, потому что растение относится к семейству бобовым. Я видел места, вот здесь на склонах выше, в районе села Ксюрт, где кусты были выгрызаны прям до земли, до корней. На обрывах иногда можно увидеть, корень у него уходит на 5-6 метров вглубь. Такой длины вот имеет растение. Да не зря у него такое приспособление, потому что растет в засушливых котловинах, солнечных, где часто засухи, вот как сейчас, зной до 30 и выше градусов, почва вся иссушена, верхних горизонтов ни капли воды, росы ночью не бывает, и единственную влагу, которую он добывает, конденсационные с глубоких горизонтов почвы. Букъа зыны охам хуымæтæг нау. На фыдәлтәя æнусон шарды кæрдәг, стæй тыхы кæрдәг худтой. Ошы номыл зәгъәлы не сфидар. Дохтыртæ код дзурынц, уымæгаска ашы кæрдәгәй кунд шай фæстæ, адәм аджы тăхфафылдар вайе. Операцита амава зовнисты фæстәя химазынтай чиршавы, выдунанай рофыссынч. Наверное, все-таки не так просто. У него есть второе название – это трава жизни. В различных видах астрагала содержатся разные группы биологически активных веществ, такие как тритерпеновые гликозиды, тритерпеновые сапонины, алкалоиды, оксикумарины. Фармакологическое действие биологически активных веществ, содержащихся в сырье астрагала, довольно широкое. То есть здесь и противовоспалительный эффект, и противоопухолевый, и кардиотонический эффект, и для поднятия иммунной системы, и как общеукрепляющие препараты. То есть благодаря вот этому действию они нашли свое применение в очень большом перечне биологически активных добавок пищи, которые выпускаются сегодня как отечественными, так и западными производителями. Фала олы кæрдәг жабах кутканы, офта афхаргадар каны. Ема кусын чиназуны выше адам вол, фчадждар кома дохтыримон хоскануй. Армастуй фәстә сабуну Букъама хохмассаун. Уымæ валдой моя росткун ерымбырт каной, росткуна бохусканой, стæйджи хоста росткун исканой, вад аллергияй ахасты, фавыджина. Как и в случаях с любыми препаратами на основе лекарств растительного сырья, имеются как свои показания, так и противопоказания. Да? То есть и применение препаратов на основе астрагала должно быть, конечно же, согласовано с врачом и строго дозировано. Мохон шатта хоста народжыстам, стайса кутканын қавы уйдар нарожуржыстам. Набону зағын уй ама Букъай хостасты мин ахсасса дай барш, ама сакуназоной ва дена нижинодан штыр зяныр хашшына.
Даже хакайоканой амаданиста камай фесафуй, охам кæрдæгмæ. Алкашы даржи хоскуду, офта ябуну зионар хассындар. Мохан монану стону кæрдæg чимбыртканы удумадар. Быныскуд моканут букъа. Стæя армаст хурхатанай сусанымай майстунан. Навад бынтундар фесафджин. Амайния оламаты дидинагай фенахой уджыстам. Зоягуй рогай хосту сырх чиныгма, амайн тассогу фесафнай.